Всем доброго дня. Сегодня мы с вами поговорим про отсутствие линии судьбы, что это такое, и разберем негативные знаки, к чему это приводит, на что нужно обратить внимание. Вообще линия судьбы– это род деятельности. Это вообще ни разу не говорит о том, что если на вашей руке есть линия судьбы, то вам гарантирован заработок там такой-то в месяц, либо если ее нет, то это прям совсем, да, труба. Нет, но если, например, то есть, например, если на руке нет, в принципе, да, линии судьбы, как вот на данной руке. Данная рука Бориса Немцова, кстати, да, кто знает, человек все равно состоялся в профессии. Здесь вообще примечательно то, что собственно говоря, ну, практически до его смерти, хотя раньше тут что-то прослеживается, в принципе, нет, да, нет линии судьбы, вот здесь, на всей протяженности, а потом она появляется. Да, вот такой вот интересный момент. Поэтому здесь нужно не только уметь читать знаки, а еще и уметь видеть это в контексте, образно, да, то есть не привязывать это к какой-то жесткой структуре. Ну так вот, сегодня мы с вами поговорим про обычного человека, у кого ситуация вот такая. Когда, например, линия судьбы идет, например, либо из-под материнской линии, либо просто, например, идет, ну, например, да, до времени там 30 лет или до времени 25 лет, потом она пропадает внезапно, да, внезапно пропадает. И следующее ее шествие только, например, 46 лет начинается, да. То есть сегодня мы с вами вот про это будем именно делать акцент на вот эти моменты. Что здесь происходит? Очень часто, когда пропадает в таком контексте линия судьбы, это потеря смысла, потеря ориентиров. То есть, когда ты живешь, просыпаешься, дышишь, что-то делаешь, но ты как бы глобально не понимаешь, а зачем ты это делаешь, а зачем ты вот как бы что-то делаешь, а что это принесет тебе завтра, а какая у тебя мечта, да, то есть у каждого человека из нас по факту есть мечта, должна быть, да. Есть такое выражение: человек без мечты труп. Ну, я согласна, потому как очень много правды. И когда у человека нет мечты, он ну, просто вот может пребывать в каком-то существовании. Так вот, очень часто, когда нет линии судьбы на каком-то участке, это потеря смысла, потеря ориентиров, и человек просто как бы плывет по некой такой своей траектории и пытается зацепиться, пытается найти смыслы, пытается встроиться в эту реальность, найти именно свой путь, свою дорогу. Что здесь можно рекомендовать, да, вот когда у человека такая история? Ну, не уходить в апатию, не уходить в депрессию, пытаться делать. То есть у нас есть мысли, чувства, действия, да, вот как любят делать там всякие расклады на такие темы. Так у каждого человека есть также мысли, чувства, действия. То есть не зависать в состояниях мыслей и чувств, а переходить в действие, то есть в конкретику, что-то делать. Да? Вот. И здесь как раз-таки рекомендуется направлять, поддерживать, да, иметь поддерживающее окружение, которое не будет тебя гнобить, а которое тебя будет мотивировать к действию. Да. И в таком моменте у человека я лично видела, как нарастают линии судьбы. То есть их не было, и они начинают нарастать. То есть появляются определенные значит, истории с реализацией. Давайте сразу, вот я тут нарисовала где-то от 37-38 лет. Вот если мы с вами видим картину, здесь их много, то есть прям обилие, да, вот такое прям вот хаотика такая, допустим, вплоть до того, что здесь ну, вот, ну, много, да, вот линий. Есть такая история. Есть такая история, это тоже не совсем good, да. Здесь что можно сказать? Человек, например, резко понял, куда ему, да. Он резко там собрал всю силу воли в кулак, всю свою мотивацию и так далее. Желание появилось, да, что-то делать.
Но другой минус в том, что появляется такая, знаете, как многостаночник. И здесь нужно трудиться, и здесь, и здесь, и здесь. То есть вплоть до того, что его энергия, она рассеивается. Это похож знак, когда у человека, например, есть несколько линий Солнца. А у человека, у кого есть много линий Солнца, это не всегда тоже классно, потому что человек рассеивает свою энергию. Он и там поделал, и тем помог, и здесь заехал, что-то сделал, да. То есть вот нужно обращать внимание, потому что по двум дорогам ехать невозможно. Человек как машина, и у него есть точка А, точка Б. Он всегда едет в некую точку Б. И здесь невозможно ехать сразу по нескольким направлениям, поэтому если появляется вот несколько направлений одномоментно сразу, это тоже не всегда прекрасно, да. То есть здесь человек по одной дороге поехал, потом пересел в другую дорогу, поехал, да, так скажем. Вот. В таком случае здесь рекомендуется лучше выбрать два каких-то таких ярких направления и пытаться там, ну, проявляться, но не так, что вы там рубаху последнюю снимаете и все. Тем более, если у вас есть команда. Дальше, например, вот если, давайте еще один знак разберем. Если у человека, допустим, не было там линии судьбы, потом линия судьбы появляется, и, например, бывают, линия судьбы может расти линия, она же усилие расти в сторону Сатурна, например, вот таким образом может быть. Мы ее тоже читаем как линию судьбы, это мощная линия усилий, которая вплоть до того, что это стало путем, да, это стало какой-то миссией, это стало предназначением, которое отошло в работу. Ну, а если мы на нашей ладони видим знак, который в дальнейшем, например, линия жизни, разрыв, например, да, после того, как человек занялся мощной работой, например, я встречала на руках такие знаки, то есть страдает, работы вроде бы много появилось, но страдает качество жизни. То есть здесь ситуация какая? Здесь надо уже смотреть по-другому. И если здесь, например, работа появилась, деньги появились, самореализация появилась, но пострадало здоровье. То есть настолько много работы, что некогда позаботиться, да, настолько много работы, что полетел иммунитет. Я даже видела на примере, когда человек поставил единоразово несколько прививок для того, чтобы работать, да, устроиться на работу. И в моменте, конечно, ему сказали, да ничего не будет, ставь себе спокойно. Но у него подорвался иммунитет, появилась аллергия. Практически, вот она внезапно может проявиться, и данный человек, он постоянно теперь носит препараты от аллергии с собой, потому что эта аллергия может проявиться в неподходящий момент, абсолютно на ровном месте. Вот. Потому что мало кто знает, даже кто вот банально поставить прививку, это удар по иммунитету на самом деле. И кто его знает, как конкретно ваш организм отреагирует на это. Это вот что, например, даже прививок касается. Поэтому ситуация не только всегда, когда вы там нагрузили себя работой и пострадало здоровье. Ситуации вот разные, бывают связаны с работой. Вот. Но здесь, конечно, нужно, когда вот есть такая история, когда вроде как работа появляется, но страдает здоровье, то здесь нужно, ну, как вот в известном фильме «Брат», да, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе, да, то есть подбирать под себя такую работу, даже в рамках того, что уже с вами произошло по работе, все равно знаки они предопределяют, но выбор делает человек. То есть
человек может менять свою судьбу, и не знаки, они меняются. Поэтому здесь вы под себя подстраиваете свою деятельность. Вот так. Ну что ж, вот такие знаки на сегодня. Я вас всех благодарю за внимание. Напоминаю, что ко мне можно прийти как к хироманту на полную персональную индивидуальную консультацию. Всю информацию уточняйте по ссылочке под этим видео. А по поводу обучения ближайшее я пока не скажу, когда будет, но оно планируется. 8-й поток обучения планируется. Вот. Ну, собственно, любые вопросы, прислать примеры рук и так далее, все уточняйте по ссылочке под этим видео. Еще раз всех вас благодарю и увидимся в дальнейшем. Всем до новых встреч. Пока-пока.